Это настольный календарь, которым он пользовался на протяжении многих лет. Из всех дат на календаре выделяется 9 мая. Это был любимый праздник Тугана Мальсагова. О нем говорят, для победы Туган Хаджимохович сделал чуть больше остальных. Календарь стал безмолвным свидетелем всей жизни ветерана. С ним он прошел войну и ссылку, а затем занял место на столе в Краеведческом музее, который носит имя Тугана Мальсагова. Человек очень высокообразованный, патриотичный, любивший свою родину, свой край, свой народ, любивший нашу большую страну, Советский Союз, и делавший очень многое для того, чтобы увековечить память тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Туган Мальсагов родился в 1912 году в селении Альтиево. Внес большой вклад в развитие республики, крупный хозяйственник. Он руководил нефтебазой, находился на партийных должностях и был убежденным коммунистом. Этот человек был очень мужественным человеком и очень убежденным коммунистом и убежденным патриотом, поэтому за ним люди шли. Его слово слушали и слышали, оно доходило до солдат. Поэтому это очень важно. Он был хорошим оратором. Великая Отечественная война застала Тугана Мальсагова на должности инструктора обкома партии. Отказавшись от партийной брони, он ушел на фронт и был политруком стрелковой роты, пока под Ростовом не получил тяжелое осколочное ранение в руку, после которого снова встать в строй ему было не суждено, как и до конца вылечить рану, мучившую ветерана до самой его смерти. За время войны он успел стать участником Сталинградской битвы и Малгобекской обороны, уже после войны пережить ссылку. В одном из его наградных листов говорится и о том, что он внес огромный вклад в то, чтобы укрепить нашу обороноспособность в самом начале войны. Первоначальный музей боевой и трудовой славы, затем музей исторического Назрановского района, а сейчас Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Он одним из первых начал собирать сведения о наших земляках, доблестно защищавших родину в годы Великой Отечественной войны. Музей, который начинался с одной комнатки, теперь храм памяти не только о самом Тугане Мальсагове, но и о многих других ингушах-участниках войны. Первые фотографии и документы по битве за Москву в Музейном фонде республики появились еще в начале 70-х годов. Сейчас музейный фонд насчитывает более 40 тысяч экспонатов, среди которых фотографии, письма и самые ценные – кители с боевыми наградами ветеранов. У нас в постоянной экспозиции находится костюм основателя нашего Тугана Хаджимоховича Мальсагова с его медалями. Он был награжден медалью за отвагу, медалью за победу над Германией и за оборону Кавказа. Воспитанием сына занимался отец. Именно он отдал Тугана в Канташевское медресе, закончить которое ему не удалось, но познания в религии, полученные там, стали основой его морали и нравственности, которые в то непростое советское время позволили воспитать уже своих детей по нормам эздела и обычаям ингушей. Салхал стунгшхан чанис ури теламс киснудиши. Цмарн дурцу. Да туцак ягар я ди işte точолх да хамхан зыртхбалы. Но нанс уалыр. Шиндар ясугварц. Цуз элш долышташ кыстикхадышташ. 105-ю годовщину со дня рождения Тугана Мальсагова в музее отмечают выставкой. Помимо личных вещей и кителя, здесь множество его фотографий, сделанных до и после войны. Для сотрудников музея особенно дорога та, на которой Туган Хаджимохович проводит экскурсию маленьким посетителям. Рабия в краеведческом музее частый гость. Ее мама здесь работает, в ожидании которой прогулки по музею не проходят для девочки даром. Захожу в этот зал и читаю там, ну, вот, например, сейчас в этих фотографиях их имена, отчество, мне это очень интересно. И вот благодаря этому музею я знаю все, ну, не все уж так, но я знаю истории нашего края, история наших героев Ингушетии. В ноябре 1983 года Тугана Хаджимоховича не стало. Он прожил 71 год. Его наследие для ингушского народа – крепкая стена, охраняющая от забвения память о героях народа, на чьих примерах растут поколения. Зульфия Мислаурова, Хади Добриева, Амирхан Зортов, Адам Далаков, Новости 24.